Морозы так нужны нам в меня домчат. А сегодня, 26 августа, мы отмечаем столетие со дня рождения капитана атомохода «Арктика», знаменитого полярного морехода Юрия Сергеевича Кучиева. Ты устремил на полюс ясный взгляд. Мечта жила в душе неугасимо, попыток было много и преград. С большой надеждой на тепло Гольфстрима из Мурманска отчалил ледокол. На мостике стоял ты капитаном, исполнить историческую роль ты должен был, сроднившись с океаном. Юрий Сергеевич Кучиев родился 26 августа 1919 года в осетинском горном селении Тип. Учился в Владикавказе, школу закончил с отличием в 1937 году. Как многие его сверстники, Юрий мечтал стать летчиком-истребителем, но судьба распорядилась по-иному. По совету известного полярного летчика Щемелева в начале мая 1941 года Юрий Кучиев был направлен на Диксон и определен мотористом на торговый буксир Василий Молотов. Через некоторое время был назначен четвертым, самым младшим помощником капитана на ледокол «Ермак». Самым значительным Северная Осетия. Почетным капитаном ледокола «Арктика» он оставался всю жизнь. Его имя носит школа номер 27 во Владикавказе, остров в архипелаге земли Франца Иосифа. Юрий Сергеевич последние годы жизни жил в Санкт-Петербурге. А сегодня по инициативе региональной общественной организации «Ассоциация полярников Санкт-Петербурга» и осетинской общины нашего города мы открываем на доме, где жил Юрий Сергеевич Кучиев, мемориальную доску. Журналисту Владимиру Яковлевичу Зосиеву, который был заместителем председателя оргкомитета Кучиев-100. Дорогие друзья, к этому дню мы шли 10 лет, потому что первые наши движения вот по установке в нашем городе мемориальной доски Юрию Сергеевичу начались еще в 2009 году. С тех пор прошло 10 лет, и сегодня, слава Богу, плита стоит на своем законном месте и будет сегодня открыто. Эпохи подряд все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят? Я предлагаю вам возложить цветы к только что открытой мемориальной доске в память Юрия Сергеевича Кучиева. За дерзкий полет. Что же нам мешано? Только чайки, как молнии, пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет. Говорили, что недалеко здесь жили и дружили. Ну расскажите про Юрия Сергеевича. Все знают, сколько подвигов он сделал, да, для нашей страны, для Советского Союза, для нашей страны, даже можно так сказать, понимая историю. Вот каким он был просто человек, каким он был другом? Вы знаете, во-первых, сегодня очень важный день в моей жизни. Сегодня 100 лет моему старшему другу исполнилось бы, Юрию Сергеевичу Кучиеву. Он жил в этом доме, а так сложилось, что я в те годы жил напротив, на углу Большого проспекта, Петроградской стороны. И мне было очень интересно приходить в гости к Юрию Сергеевичу, потому что каждый раз, возвращаясь из Арктики или из Антарктики, я каждый раз рассказывал ему о поездках, а ему это было важно, потому что он был немножечко забыт уже в те годы, он был на пенсии, и в основном им никто не интересовался. А тут был благодарный слушатель, который смотрел на него жадными юношескими глазами. Наш дорогой старший Константин Николаевич
Пожалуйста, поделитесь с нашими земляками, каким вы знали Сергеевич, как вы с ним познакомились, каким он был? Ну, с Юрием Сергеевичем я познакомился вот в этом доме в 1977 году, когда я приехал только вот в Питер, как бы по распределению. В этом доме как раз вот в крайнем подъезде жил мой близкий друг, режиссер Сергей Данилин с женой. Вот, и он мне говорит, вот здесь живет знаменитый человек-легенда там и так далее. И когда в следующий раз я приехал уже, он говорит, вот. Ну и Юрий Сергеевич так подошел, говорит, здравствуй, я очень рад, что ты осетин. Ты говорит, очень рад, что ты не куришь, очень рад, что ты не пьешь. То есть он уже как бы, то есть он уже в курсе был. Говорит, я тоже, говорит, никогда не курил, никогда не пил, хотя был в таких тяжелых условиях. Ну вот это было первое знакомство. А потом, уже когда вот землячество мы стали собирать, тогда он еще работал. А потом, когда вот он ушел уже на пенсию, мы стали вот собираться чаще землячеством. И меня вот поражало действительно, он всегда приходил, во-первых, он не стеснялся носить форму, понимаешь? Хотя никогда не одевал там этих наград, там иногда по просьбе он одевал героя, знак. Вот, допустим, когда мы ехали в Ромашки, там на встречи официальные какие-то тогда. А так никогда. И при всей вот этой вот строгости, там он всегда сохранял вот и какое-то спокойствие, и в то же время всегда в нем была вот эта вот харизма. То есть он был как раз тем человеком, с которого можно было вот брать пример от, просто от того, что ты находишься рядом. Такой спокойный, скромный, там, ну, вот при его как бы вот положении можно быть далеко не скромным человеком, а он как раз, да, он как раз удивлял именно вот этим, понимаешь, да. Даже когда его сажали там, ну, старшим, вторым старшим, третьим старшим, нет, он уходил всегда вот туда, скромно, четвертым, пятым, понимаешь, только чтобы не быть вот как бы вот на виду, да, там среди лидеров. Вот, то есть это его было нутро, его натура там и так далее. Хотя там, где нужно было сказать какое-то слово, он всегда его говорил. А последнюю встречу помните, какая была и где была последняя встреча ваша? Моя последняя встреча с ним была как раз вот в Ромашках. Я даже это снимал. У меня есть и материал. Кстати, много материала у меня вот с ним. Вот, где был там юбилей, мы ездили на место захоронения. Там, в общем, нашли какое-то захоронение, да. Вот ездили туда и потом на место гибели нашего земляка, да, ну, именем Джатьева которого, да, Джатьева, именем которого вот названа там сейчас школа, кстати, вот колхоз назван его именем там и так далее. Вот, и он там говорил, как бы вот, ну, то, опять-таки тоже скромно, понимаете, хотя все ждали от него каких-то там таких великих слов, а он вот мог сказать емко, коротко, понимаете, о самом главном. Вот я его запомнил именно вот таким человеком. Да. Я, вы знаете, вышел недавно на телеканале Иристон ТВ документальный фильм, посвященный столетию, и там была в конце такая фраза: он человеческие возможности он опередил, он пошел выше, он пошел дальше и достиг Северного полюса, там, где не могли. Не, ну и в общечеловеческом плане он достиг максимума. А в условиях Осетии, да, где Северный полюс. И вот он достиг для Осетии даже очень большого, да. Поэтому он, так сказать, авангардом будет, я думаю, еще не одно поколение, понимаете? И дай Бог, чтобы это... Спасибо большое за ответы, за информацию. Спасибо. Спасибо вам, было бы за что. Последний мы его беседовали. Великий человек с железным дисциплиной и порядком. Он до последнего своего дня был таким живым еще, да? Да, он везде участвовал, и в осетинской диаспоре, везде, куда его приглашали, он всегда присутствовал. Царство ему небесное, это сегодня для Осетии праздник, это большой праздник, потому что такой великий человек должен быть, его имя должен остаться на века, и наша молодежь должна его чтить и любить его. Спасибо большое вам за откровение, спасибо большое. Спасибо.